Итак, сегодняшний наш урок будет посвящен очень объемной, очень интересному разделу химии, органической химии. Сегодня мы поговорим об основах, и этот урок будет состоять из двух частей. И в первой части мы поговорим о главных аспектах органической химии, о существующих функциональных группах и о их номенклатуре. Так, давайте же начнем. Начнем с того, что такое органическая химия. Органическая химия – это раздел химической науки, в котором изучается соединение углерода, их строение, свойства, способы получения и практического использования. Соединения, в состав которых входит углерод, называются органическими. Кроме углерода, они почти всегда содержат также водород, довольно часто также кислород, азот, другие галогены различные. И редко, но бывает, что также содержит фосфор и серу, и, возможно, другие элементы. Углерод и его простейшие соединения, такие как диоксид углерода, монооксид углерода, угольная кислота, карбонаты, карбиды и тому подобное, по характеру свойств относятся к неорганическим соединениям. Поэтому часто используется и другое определение для органических соединений, что это углеводороды и их производные. То есть, говоря об углеводородах, имеется в виду соединение углерода с водородом. Итак, у всех органических веществ есть общие свойства. Первое – это связь углерода с углеродом и связи углерода с ранее упомянутыми элементами. Второе. В органической химии есть понятие изомерия. Изомеры – это одинаковые по составу и молекулярной массе вещества, которые различаются по строению и расположению атомов в пространстве и вследствие того также различаются в свойствах. Про изомеры мы более детально поговорим чуть попозже, поэтому давайте дальше перейдем об свойствах органических веществ. Итак, третье. Все органические вещества сгорают до диоксида углерода и воды. Итак, четвертое. Реакции в органической химии протекают медленно, не всегда до конца, и большинство органических веществ малоактивны. Итак, и пятое общее свойство – это то, что у органических соединений низкие температура кипения, плавления и разложения. Итак, в основном реакции в органической химии идут по функциональным группам. И по этим группам вся органическая химия делится на классы веществ. Итак, первый класс веществ – это у нас углеводороды. И по названию понятно, что они содержат только углерод и водород. Итак, первая функциональная группа в этом классе – это у нас алканы. Самое главное, что стоит знать об алканах, то что это наипростейшее органическое соединение, и которое имеет одинарную связь между атомами углерода. Вот. Вторая группа, допустим, циклоалканы, имеют циклическое соединение, так же, как и алканы, имеют одинарную связь между атомами углерода. То есть, допустим, давайте это укажем в виде определенного цикла, состоящего из, допустим, 6 атомов, которые имеют одинарную связь. Это у нас будет циклоалкан. А если точнее, циклогексан. Но об этом чуть попозже. Третья функциональная группа – это у нас алкены. В отличие от первых двух групп, эта функциональная группа содержит двойную связь между углеродами.
Четвертая группа называется уже алкины. То есть стоит отметить, да, что у нас различается по окончанию алканы, алкены, алкины. И тут у нас уже углероды имеют не одинарную, не двойную, а тройную связь между атомами. Пятая группа в этом списке – это у нас алкадиены. Логически можно увидеть, что она схожа у нас с одной из вышеупомянутых групп. Да, все верно, с алкенами. Мы видим, что у нас имеется суффикс, давайте назовем суффикс «ди», «диен», откуда мы можем понять, что двойных связей у нас тут тоже двое. То есть функциональная группа известна тем, что имеет две двойных связи. Они могут находиться вот в таком порядке, то есть через атом, либо могут находиться в двух разных концах одной цепи атомов одного вещества. Это у нас алкадиены. Шестая группа, последняя, это у нас ароматические углероды. И ароматическая связь – это шестичленное кольцо из атомов углеродов. Представьте, что в каждом углу, мы должны понимать, что в каждом углу у нас обозначен атом углерода. И структурно можно нарисовать ароматический наш углеводород вот таким вот образом. Сейчас мы можем понимать, что он похож очень сильно на циклоалкан. На самом деле он и представляет из себя циклоалкан. Но если мы добавим наши дополнительные двойные связи в трех местах, то это у нас превратится в ароматический углеводород. И это у нас вот 6 функциональных групп с класса углеводородов. Второй класс это у нас кислородосодержащие вещества, в которые у нас входят, так, давайте напишем, кислород плюс. Первое это у нас спирты и фенолы, в которых функциональная группа обозначается как OH. Чем отличаются спирты и фенолы? Это тем, что эта самая функциональная группа присоединяется либо к тем функциональным группам, которые не являются ароматическими из класса углеводородов. А если наша функциональная группа OH присоединяется к ароматическим соединениям, то она будет называться у нас фенолами. То есть, допустим, соединение, которое мы указали, ароматические, если мы добавим сюда OH, то это вещество у нас как раз и будет иметь название фенола. Вторая группа кислородосодержащих веществ – это у нас альдегиды. Функциональная группа у них выглядит следующим образом. Вот у нас имеется углерод, который имеет двойную связь с кислородом и одинарную связь с водородом. Момент с водородом очень важен. Почему? Потому что существует также и другая у нас функциональная группа, которая называется кетоны. И главное отличие кетонов, то есть он так же, как и альдегиды, имеет двойную связь с кислородом, но отличие тут в том, что с двух сторон, тут тоже, да, с двух сторон, в кетонах наш главный углерод имеет соединение одинарное с другими углеродами. То есть, вот, если, допустим, мы видим, что тут это водород, тут это углерод. Тем самым отличаются кетоны и альдегиды. Другая группа – это у нас карбоновые кислоты. Они также имеют двойную связь с кислородом и дополнительно еще OH-группу. И вот все вещества, которые имеют такую вот функциональную группу, называются карбоновыми кислотами. Тут, соответственно, у нас следующий углерод. И это все с кислородосодержащими веществами. Следующий класс – это у нас азотосодержащие. Давайте азот плюс. Азотосодержащие органические вещества. И тут функциональных групп не так много. Основные это вот нитросоединения. Главный аспект в этих функциональных группах то, что они содержат группу NO2. То есть, допустим, если мы говорим о том же самом
вот ароматическом веществе, которое, кстати, мы называем бензол, если к нему, если он будет содержать функциональную группу NO2, то это у нас уже будет нитробензол. А если, допустим, с этой стороны также у нас будет иметь функциональную группу OH, если помните, это у нас будет называться как? Правильно, нитрофенол. Так, ну, давайте перейдем. Вторая вот азотосодержащая функциональная группа, это у нас производные аминов. Называем амины. И они отличаются тем, что функциональная группа в этих веществах уже не NO2, а NH2. То есть на примере бензола можем показать, что это... На примере бензола можем показать, что бензол, содержащий аминогруппу, уже будет являться ароматическим амином. Так, давайте перейдем к номенклатуре и поймем, какие вещества как должны называться. Во-первых, давайте же разберем название первых 10 важных углеводородов. Так, вот тут вы видите количество углеродов, содержащихся в веществе. Тут я буду писать их название для алканов. Так, если у нас содержится только один углерод, будет иметь название метан. Если 2, это у нас будет этан. 3 пропан. 4 бутан. 5 пентан. 6 гексан. 7 гептан. 8 октан. 9 нонан. И 10 дексан. Как вы видите, первое начало в каждом названии веществ отличается. И зависит это от количества содержащихся углеродов, которые сохраняются и для последующих других функциональных групп. И что у нас меняется? Меняется у нас окончание в соответствии с самой функциональной группой. Мы видим, что вот во всех этих названиях присутствует именно окончание «ан», которое обозначает, что эти функциональные группы у нас это вещества у нас алканы. Допустим, если мы будем говорить об алкенах, то, допустим, у нас уже будет тогда он не этан, а этен. Также то же самое, допустим, если мы будем говорить, это будет уже не гексан, а гексен. И вот и так далее для разных других веществ, в зависимости от количества углерода. Ясное дело, что у нас нет таких веществ, как метен или дальше вот метин, так как эти функциональные группы известны тем, что содержат двойную связь между двумя углеродами. И так как в метане у нас только один углерод, соответственно, ни метена, ни метина не существует. Так вот, как сказал ранее, для алкинов, допустим, это может быть, если говорить на примере пропана, то это у нас будет уже пропин. Или, допустим, бутин и так далее. Это уже у нас алкины, то есть они содержат уже тройную связь. Дальше у нас также имеется, что альдегиды, мы говорили. Альдегиды и кетоны. Альдегиды у нас могут состоять из одного количества углерода, поэтому вот самый простейший альдегид у нас будет называться, ну его тривиальное название формальдегид, а его систематическое название будет называться метаналь. Допустим, вот будет выглядеть следующим образом. Имеет двойную связь с кислородом, с водородом, и тут остается тоже водород, потому что он не имеет никакого больше другого углерода. Допустим, для вот пентана, допустим, для
5 углеродов. Это у нас будет пентаналь. Для кетонов ситуация немножко отличается. У нас кетоны должны иметь как минимум 3 углерода, так как углерод, который имеет двойное соединение с кислородом, должен также иметь по соседству 2 углерода. Поэтому не существует ни метана, ни этана в виде кетонов. Поэтому самый простейший у нас кетон – это у нас пропанон. И будет иметь, также тривиально иметь название ацетон. Будет иметь следующую формулу. Так вот выглядит у нас пропанон. Это у нас метаналь. Тут также, допустим, октан. Кетон для октана будет у нас октанон. И так далее. И еще одна очень важная группа – это у нас спирты, имеющие функциональную группу OH. Тут все очень легко. К названию, имеющемуся уже углеводороду, присоединяется окончание ol. Допустим, если это у нас метан с группой OH, то это у нас будет уже метанол. Бутан включается в бутанол и так далее. Тут очень важно, что также может быть, это не обязательно алкан, это может быть и алкен. Допустим, это может быть этен с группой OH, который превратится в этенол, возможно, или пропин, который будет уже иметь название пропинол и так далее. Это вот основные 4 группы. Еще хотелось бы отметить еще одну группу карбоновых кислот, которые также имеют двойную связь с кислородом. И это вот все 4 основные группы, о которых стоит запомнить, также понимать, чем они отличаются в своих соединениях и в своих наименованиях. Также хотелось бы отметить, что это очень важно запомнить, как вот этот вот список названий до 10-го углерода, так как это очень важно, как мы понимаем, они, вот эти вот первые основы, вот эти вот корни в наименовании сохраняются, даже если функциональная группа меняется от вещества к веществу. На это все.